Ремонтные работы на ингушских дорогах продолжаются. Из-за огромного потока машин никакое асфальтовое покрытие не выдерживает нагрузки. На этот раз ремонту и модернизации подвергся мост на въезде в столицу республики. Дорогу огородили бетонными барьерами, чтобы умерить поток машин и разгрузить мост. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к автолюбителям с просьбой заблаговременно выбирать маршрут, а также время в пути с учетом дорожной обстановки ситуации, придерживаться временно выставленных знаков, а также временной разметки. Судя по работам, одной из опорных колонн моста требуется ремонт. Рабочие и техника производят ее очистку от старого бетона для дальнейшего укрепления. Именно эти огромные колонны и служат опорой всего дорожного сооружения. Поэтому профилактику и модернизацию нужно проводить регулярно. Бетонные барьеры установили несколько дней назад. На первый взгляд кажется сложным перестроиться на новое движение. В сложившейся ситуации перепутать встречную полосу со своей возможно. Об этом говорят и следы недавнего небольшого ДТП. Однако, несмотря на достаточно узкое пространство, в общей массе водители с новым движением справляются. По-любому ремонт мне дают же. Там люди почти комфортно проезжают. Там чуть-чуть движение не на большом скорости, но километр 40 едет, человек без проблем едет. Я еду, я понимаю, все понимаю. Там любой может понять. Там знаки стоят, ограждение есть, ремонт дороги идет. Это любой сознательный человек должен знать. Если он не знает этого, он даже не должен выйти на трассу. Особых проблем там нету, надо только соблюдать правила дорожного движения и ехать с ограниченной скоростью. А так сложного там ничего нету, там же ремонт происходит, надо провести. Это же необходимо. Надо с пониманием относиться. Сроки окончания работ пока неизвестны. Будем надеяться, что ремонт не затянется, а работу проведут качественно, чтобы эта проблема была решена на долгое время. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.